История охраны уникального природного комплекса Ленские столбы началась 10 февраля 1995 года, когда постановлением правительства республики была учреждена одноименная особо охраняемая природная территория. Официальное открытие парка состоялось 27 августа того же года. Мероприятие проходило открытие парка в устье реки Ботамы. Присутствовал наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. И был очень большой осохой на Ботаме. И вот таким образом мы открыли парк. В 2012 году Ленские столбы получили международное признание, войдя в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Новый этап развития парка начался в 2018 году с его преобразования в федеральное государственное бюджетное учреждение. В 2020 и 2024 годах к парку присоединились еще две особо охраняемые природные территории – государственный природный заповедник Медвежьи острова в Нижнеколымском районе и национальный парк Кыталык в Аллайховском районе. В ведении нашего учреждения в настоящий момент находится порядка около 4 миллионов тысяч гектар. Это территория всех трех особо охраняемых природных территорий: национальный парк Ленские столбы, национальный парк Кыталык и государственный природный заповедник Медвежьи острова. В преддверии юбилея глава Якутии Айсан Николаев провел совещание по дальнейшему развитию парка Ленские столбы. Среди приоритетов – создание новых маршрутов, укрепление инфраструктуры, поддержка научных проектов, улучшение дорог и связи. Эти меры позволят большему числу людей прикоснуться к неповторимой природе Якутии, а также создадут новые рабочие места и поддержат жителей улусов. Наука – одно из ключевых направлений работы парка. Ежегодно проводятся десятки экспедиций. Изучаются древние деревья Ботамы, популяция краснокнижного сапсана, микроорганизмы в водоемах, отслеживаются бурые медведи с помощью беспилотников. Особое место занимают палеонтологические исследования кембрийских отложений. Территория парка Ленские столбы признана уникальным объектом, где около 540 миллионов лет назад, в период Кембрийского взрыва, возникло большинство скелетных форм жизни на Земле. В связи с этим с 2021 года активно обсуждается создание в Якутске музея Кембрия. Идейный вдохновитель, академик РАН, давний друг парка Алексей Розанов. Я побывал везде, где есть серьезные выходы Кембрия, и могу сказать точно, что лучше, чем здесь, в мире нигде нет, богаче нету. И это центр происхождения скелетной фауны мира. Поэтому музей Кембрия – это не просто якутский музей, это музей Российской Федерации, и это музей, который будет номер один в этом смысле в мире. В рамках юбилейных мероприятий в историческом парке «Россия. Моя история» состоялся круглый стол, посвященный роли науки в создании и становлении парка, где Алексей Розанов подробно рассказал об истории изучения Ленских столбов и их научной ценности. Кульминацией мероприятия стала презентация книги-альбома о парке. Виолетта Засимова, Якутск.